5 секторов обслуживания, да? Да, вот один сектор, видите, с серым цветом идет. Здесь по северу сектор, потом вот Печора, вот у нас Печора, Устинск, ну так для информации на карте. Вот у нас Воркута, вот у нас Наринмар, вот здесь для информации. Зона большая на всей Республике Коми. Вот она, Республика Коми, как на карте она выделена, тут даже больше. Да, то есть взяли еще Наринмар, поэтому зона Наринмара, поэтому зона даже больше, чем Республика Коми. Но мы работаем, у нас спасательные службы всегда работают, все, то есть мы это все понимаем здесь. В случае, не дай бог, какой аварийной посадки, да? Это сыктывкар у нас круглосуточно, обязательно, конечно. Это специфика региона такая, малонаселенные местности, тайга, тундра, там дальше все, пустыня, ледяной океан. Специфика региона такая, чтобы обеспечивать безопасность транзитных полетов. Абсолютно. Совершенно. Это очень важная специфика региона. Потому что сотни и тысячи пассажиров. До 5000 могут одновременно находиться на доме, 5000 человек, мы считаем. 5000 человек в воздухе над территорией Коми, которые, в принципе, пролетают транзитно, которых вы ведете в рамках авиационной безопасности. Это большой пассажиропоток. Что касается центра управления полетами нашим, значит, сегодня центр технически оснащен, ну, по последнему слову техники, здесь работают высококлассные специалисты, значит, с высочайшим уровнем знаний и техники, и технологий, и языка, потому что международные линии, значит, достаточно много проходит здесь. Значит, у нас есть здесь тоже одна маленькая проблема, которая сводится к следующему. В Российской Федерации создаются несколько укрупненных центров. 12. Значит, есть федеральная целевая программа. Значит, и на сегодняшний день в перспективе, значит, Сыктывкарский региональный центр должен войти в укрупненный центр Санкт-Петербургский. Значит, для нас мы как бы отстаиваем право оставить центр единицей здесь. Мало того, вот с учетом его технических возможностей, чтобы примкнули сюда другие сектора обслуживания и регионы. И исходим из простого. Это просто террористическая безопасность нашей страны или военная безопасность нашей страны. Потому что управление Санкт-Петербурга, где подлетное время составляет менее часа, значит, вдруг, не дай бог, чего-то, ну, просто этого центра не будет. Здесь же, благодаря нашей удаленности, глубинке и нашим возможностям, центр будет управлять, ну, мы считаем, что в любое время, в том числе и, не дай бог, войны. Вот основные вопросы, которые сегодня мы для себя видим. Все, что касается ежедневной нашей работы, да, у нас там возникают сложности, но, по крайней мере, мы их там худо-бедно преодолеем. Местность здесь хорошо, красиво называется Соколовка. Я думаю, нам надо более внимательно и детально поработать с Министерством транспорта. Максим Юрьевич Соколов, вот, я думаю, обратит внимание на этот центр вот, пристально, если у нас будет подготовлено соответствующее обоснование и предложение. Поэтому нам максимально нужно выработать подходы для предложения на федеральном уровне. То, что мы сегодня обсуждали, и мы видели, сколько здесь международных авиарейсов проходит, какое количество самолетов пролетает в сутки, вот, и какое количество может быть одномоментно над Республикой Коми людей, то это, конечно, дает нам основание все-таки побороться за то, чтобы наш центр все-таки был, ну, либо самостоятельным, либо крупным филиальным комплексом такого центра, который сейчас создается в России.